Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Сегодня в России отмечают День ветеринарного работника. В Якутии первый ветеринарный пункт появился 125 лет назад. Профессия ветеринара по праву считается одной из самых благородных и гуманных. Какой путь пройден службой ветеринарии за вековую историю? Наш сегодняшний гость – заместитель руководителя Департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия Саргалана Павлова. Саргалана Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Но прежде всего поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Расскажите, пожалуйста, о ветеринарной службе в республике. Сколько специалистов трудятся на сегодняшний день в этой отрасли? Спасибо. На сегодняшний день у нас в республике, во благо республики, трудится 1785 ветеринарных специалистов. Из них где-то 60% имеют высшее ветеринарное образование. И также работают у нас 8 кандидатов ветеринарных наук и 2 кандидата биологических наук. У нас, конечно, средний возраст составляет 43 года. И на данный момент Департамент ветеринарии Республики Саха-Якутия является отдельным органом госвласти, и который занимается функцией в реализации государственной политики в области ветеринарии и регионального государственного ветеринарного надзора в области обращения с животными. Как мы уже упомянули, в Якутии служба появилась 125 лет тому назад. А сколько было работников при организации первого пункта? Еще в 1891 году был принят закон на уровне России, и в то время, может кто-то знает, а может кто-то нет, в то время и ветеринария, и медицина, они работали в одной связке. И тогда был принят закон об отделении ветеринарии от медицинской службы и об организации отдельной службы как отдельного органа. И во исполнение этого закона управление Министерства внутренних дел издал постановление, и именно по Якутской губернии был определен состав работников ветеринарной службы в количестве 14 человек. Это значит, был назначен ветеринарный инспектор, его помощник, 5 ветеринарных врачей, его помощники, и даже были в штате такие структуры, как 2 ветеринарных врача на приисках. И вот с того момента была начата работа ветеринарной службы на территории нашей республики. А до этого момента, еще в 1851 году, в Якутскую губернию был направлен выпускник города Дербт, это Тарто, Эстония, да, сейчас называется, Вальдемар Густавович Гольман. И с этого момента начинается работа именно по животным, в Якутской губернии. И была проведена колоссальная работа. И до 1895 года Гольман, он работал в течение 31 года один. И, конечно, он как основатель нашей службы, он вдоль и поперек поездил по всем нашим районам, и он впервые в истории республики начал писать научные труды именно по зоотехнии и по ветеринарии. И помимо этого он обучал местное население по содержанию скота, как обращаться с ними, как и что делать при возникновении каких-то симптомов болезней. И еще с этого момента была организована работа по ликвидации сибирской язвы. В то время сибирская язва, она была очень так распространена, и все-таки те моменты, которые он основал, до сих пор мы пользуемся. И он уже тогда заметил то, что именно сибирская язва распространяется с почтой, доставка каких-то продуктов. Даже люди могут увести инфекцию до тех отдаленных северных районов. И он впервые запретил даже доставку почты с апреля по ноябрь. И с этого момента у нас уже
вот эта болезнь уже стала убывать. Но не в той мере, да, как полностью, но она стала убывать. И он начал требовать при выявлении каких-то трупов неизвестного павших, да, он требовал, чтобы это либо сжигали, либо закапывали глубоко в землю. Вот такими, например, моментами мы до сих пор используем. То есть те решения, которые были приняты им тогда, они до сих пор действенны и оказывают вот ощутимую помощь в ликвидации вот этих болезней. Еще вот коротко по истории, да, я очень люблю историю, и та местность, вот вы, наверное, знаете, Гольменка. И Вальдемар Густавович еще в то время он впервые там организовал скотобойню. И с этого момента на Гольменке началась организация именно направления как скотобойня, централизованная скотобойня. И с этого момента ветеринарные врачи, вот, начиная от 14 человек, начали проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мяса, мясных туш и уже выявлять, насколько вот забиваемое животное, оно больное или подлежит для убоя и уже последующего изготовления пищевых продуктов для населения. Действительно, история ветеринарной службы очень интересна. Давайте все-таки вернемся в наши дни. Сколько на данный момент пациентов у ветеринаров Якутии на сегодняшний день? По нашим подсчетам, по республике имеется свыше 32 тысяч вот, крестьянских хозяйств и вообще хозяйств, которые занимаются животноводством. И туда относятся и скотоводство, и табунное наше коневодство, оленеводство, пасеки. Вот последнее время у нас развиваются. И у нас в общей сложности по таким крупным животным где-то около 600 тысяч у нас имеется. И еще помимо этого у нас еще имеется где-то 750 тысяч поголовья птиц. И вот у этого поголовья у нас ведется исследование, лабораторные исследования у нас ежегодно проводятся в количестве где-то около 2 миллионов исследований. Это различные исследования на выявление каких-либо инфекционных заболеваний. Опять-таки проводится ветеринарная экспертиза пищевых продуктов. И еще у нас помимо этого свыше 17 тысяч раз проводятся вот эти профилактические работы. Это проведение вакцинации, взятие крови и так далее. А как обстоят дела с животными, безнадзорными животными? Какая работа с ними проводится? Ну, эта работа у нас была начата в 2020 году с принятия вот так называемого в народе закона о собаках, 498 федеральный закон. И с этого момента у нас работа была проведена во исполнение этого закона. Ну, как вы знаете, это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду обитания. Но закон был принят, и в связи с принятием этого закона мы, конечно, должны работать таким образом, чтобы исполнять вот положение данного закона. И ежегодно, например, если взять вот этот год, 22 год, на текущую дату отловлено всего где-то чуть больше 3000 безнадзорных собак. А на территории города это составляет где-то около 1500 безнадзорных собак. И на территории республики у нас имеется 10 приютов для содержания животных. Из них 8 приютов являются государственными и 2 приюта являются частными. И еще помимо вот этих приютов у нас еще с 2014 года работают 10 пунктов для передержки животных. Вот таким образом. И ежегодно, конечно, выделяется примерно в районе 60 миллионов рублей для переданных полномочий. И в 2022 году было выделено 60 миллионов, из них чуть больше 31 миллиона выделено окружной администрации города Якутска. Ну, существуют всевозможные акции, которые проводятся для того, чтобы, например, каких-то животных забирали в добрые руки. Давайте поговорим подробно об этих акциях, какие существуют. У нас по поручению главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева реализуется 5 социальных проектов. Это, во-первых, это стерилизация как гуманный способ
уменьшение количества безнадзорных животных, да. Во-вторых, это строительство будок, чипирование собак и кошек, и возьми безнадзорное животное и спаси его жизнь. И еще пятый у нас проект – это просветительская наша работа. То есть мы раздаем листовки, объясняем, проводим классные часы в школах, ну и индивидуальная беседа, ну, с тем или иным лицом, владельцем животных. А какие проблемные вопросы стоят перед ветеринарной службой республики? Это, во-первых, у нас две основные проблемы. Это первая – изношенность и материально-техническая база. И, во-вторых, это, конечно, низкая заработная плата ветеринарных специалистов. Работа очень трудная, и, соответственно, при таком укладе низкая заработная плата, ну, не прельщает выпускников ветеринарных вузов. А как планируется решать такие вопросы? Но в прошлом году совместно с ГАО «Центр стратегических исследований» при главе Республики Саха-Якутия был разработан проект. И в январе этого года он был утвержден стратегическим советом правительства Республики Саха-Якутия. Конечно, имеет 4 направления. Это улучшение материально-технической базы, опять-таки повышение заработной платы, цифровая трансформация ветеринарных специалистов и приобретение лабораторного оборудования и так далее. И все наши предложения, они учтены в этом проекте, ну, в этом документе. Светлана Петровна, еще раз поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Пусть стратегия развития ветслужбы республики будет успешно реализована. Напоследок, что бы вы хотели пожелать вашим коллегам? Но я бы своим коллегам пожелала бы, несмотря на то тяжелые моменты работы, потому что ветеринарный специалист, он идет на помощь к животным, несмотря на зной, на холод, там, на морозы и так далее. Любыми транспортами мы едем, да? Оставаться такими же преданными своей выбранной профессии. И я, конечно, во-первых, желаю здоровья и решения всех намеченных задач и не сбиваться с пути. Присоединяемся к вашим словам. Спасибо большое, что пришли и ответили на все наши вопросы. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.